Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. Чуть не проспали инновации. Многие слова, которые говорят, и я не понимаю, ничего страшного. Спросите, если не понимаете. Ничего стыда нет в этом. Как президент раскритиковал нерадивых руководителей, выслушал Дмитрий Аринин. До Кубка Конфедерации осталось 2 дня. Мы собираемся остаться в городе и попытаемся еще попасть на матч. Где еще можно купить билеты и как бесплатно доехать до стадиона, расскажет Александра Севастьянова. Полный кубок развлечений. Тест-драйв гоночного автомобиля, погружение в Голубое озеро, бой на мечах и доспехах. Что Казань готовит для гостей Кубка Конфедерации? Лина Зинатуллина. В погоне за бостонским марафоном. Вот эти дети в будущем это потенциальные ваши конкуренты. Почему Казань вновь становится брендом на мировой арене, расскажет Алмаз Гафиятов. От инноваций нет вертеться. Рустам Минниханов сегодня обрушился с резкой критикой на участников совещания по инновационному развитию предприятий. Но пока одни с трибуны рассказывали о пользе новых технологий, другие дремали в зрительном зале, а кто-то и вовсе был погружен в свой гаджет. Кому какие выводы теперь нужно сделать, расскажет Дмитрий Аринин. Я обращаюсь к вам. Более 50% во время выступления докладчиков сидели, смотрели в свои телефоны и iPad. Такой интерес сегодня пробудили лекции о ближайшем будущем – индустрии 4.0, где на производстве чуть ли не все оцифровано и автоматизировано и приносит большую пользу. Чем и почему должны заняться наши руководители, в итоге популярно объяснил Рустам Минниханов. Многие слова, которые говорят, и я не понимаю, ничего страшного. Спросите, если не понимаете. Ничего стыда нет в этом. Каждый день все меняется. Приглашайте людей, слушайте. А то сидите, значит, боитесь там шевельнуться. Я был в Стэнфорде вместе с группой Сбербанка. Они вообще уже говорят о таких вещах, о которых мы вообще даже не слышали. О том, что мы там 5-8 лет сзади уже сегодня. Однозначно. Как продолжил президент, если и так дальше пойдет, то отставать мы будем уже на десятилетия. Вообще надо менять принципы работы, надо учить людей, учиться самим. Все зависит от первого лица. Потом это же заработок, вы же должны зарабатывать. За счет чего? За счет того, что на ваши сказочные проекты государство деньги будет выделять. У государства лишних денег нет. Компании тоже лишних денег платить не будут, если вы не будете делать тот продукт, который им нужен. Учиться работать по-новому нужно и руководителям образовательных учреждений. Наука где наша? Где наши вузы? Вы там бодрые доклады делаете, посмотрите, как инженерные центры. Мы деньги вложили туда. 0. Альберт Харич, вы обещали КАИ Лазер, что будет загружен. Убытки, в убытках сидите. КФУ. Мы 1 диплом даем, еще 2, второй диплом предприниматель. Предприниматель диплом надо давать, если он во время учебы открыл какой-то или участвовал в каком-то проекте и показал какие-то результаты. Ваши, значит, туфтовые бумажки никому не нужны. Высшая школа должна полностью поменяться, мозги поменять, людей переподготовить. Подытоживая, президент отметил, что всем нужно сделать серьезные выводы, и тогда мимо инноваций республика в любом случае не пройдет. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Жители Татарстана станут гостями на празднике футбола. От мирового футбольного события отделяют сутки. Завтра игра в Санкт-Петербурге, послезавтра в Казани. Горожан призывают не уезжать, ведь никаких неудобств не будет. Главное вовремя ознакомиться с информацией. Казань в предвкушении. В материале Александры Севастьяновой. Мы собираемся остаться в городе и попытаемся еще попасть на матч. В Казани я иду как раз за паспортом, получить паспорт и быть участником Кубка Конфедерации. Конечно, остаться. Мы хотим посмотреть матчи. Даже отпуск специально в июле взяли, чтобы видеть этот матчи. Большой наплыв туристов и болельщиков жителей Казани не пугает. Город покидать не намеренно, говорят казанцы. Постараются стать частью этого исторического события. Это стереотипы. Никуда уезжать никогда не надо. Мы проводим все эти мероприятия для людей. Вы видите, как преобразился город. Он и так красивый, а стал еще краше.
Вот. Можно спокойно будет перемещаться, ездить, общаться, все что угодно делать, работать, отдыхать. Покидать город не надо, а вот на стадион прийти рекомендовано, чтобы насладиться игрой. И, кстати, купить билет можно будет даже в день матча. Сейчас продажа осуществляется как через интернет, так и в кассах. Одна из них на Кремлевской набережной. Здесь же можно сфотографироваться за бивакой. Уже с билетом за паспортом документ болельщика можно получить вплоть до начала игр. Но лучше не тянуть. Оформляют паспорт максимум за 10 минут. Не только обеспечат безопасность на стадионе. Паспорт болельщика дает и такие преимущества, как бесплатный проезд на общественном транспорте. Причем на протяжении всего Кубка Конфедераций. Воспользоваться льготой можно будет уже послезавтра, в первый день игры. Отказаться от личного и пересесть на общественный. Еще одна рекомендация. На дни матчей в Казани ограничат движение автомобилей. Под закрытие попадут участки дорог по улицам Сибгата Хакима, Чистопольска, Ямашева, Гаврилова и другие. Дороги будут закрыты с часу дня до 11 ночи 18 и 24 июня, а 22 и 28 июня 16:00 до 2 ночи. Знают ли об этом горожане? Об этом информировали. Каждый день раздают эти газеты «Метро». И там, в принципе, очень четко прописано, где что будет закрыто. Увидел сам, что перекрыты многие дороги, потому что где-то на такси невозможно проехать, где-то автобусы изменили свои траектории. Для меня это новость. Я точно не знала, какие улицы будут перекрытыми. О том, что запускается новая автобусы для Кубка Конфедерации, я осведомлена и собираюсь поехать в Казань-арену именно на них. В целом, готовность Казани к проведению Кубка оценили высоко. Об этом сегодня сообщил министр спорта. На первый матч Португалия-Мексика продано более 70% билетов. Александр Севастьянов, Марат Зайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Казань стала официально беговой столицей России. Сегодня кубок проекта «Забег.РФ» был торжественно вручен президенту Татарстана. В Казань его привезла руководитель всероссийского полумарафона Ксения Шойгу. О том, как обычный марафон смогли превратить в массовое шоу, в сюжете Алмаза Гафиятова. Вот он, тот самый кубок городу-победителю первого всероссийского полумарафона «Забег». По всем критериям Казань оказалась впереди остальных регионов. Не зря мы претендуем или называемся спортивной столицей. И вот эта массовость, я даже был удивлен, что мы там среди всех городов с двойным отрывом доказали свою спортивность. 21 мая полумарафон синхронно стартовал одновременно в 10 городах России, от Москвы до Владивостока. В Казани в забеге приняли участие около 10 тысяч человек, причем свыше 6 тысяч из них иногородние участники, приехавшие для забега в Казань из 400 городов России и 27 стран мира. То, что вы будете победителем с таким грандиозным отрывом, мы, конечно, даже представить себе не могли. Поэтому я думаю, что этот переходящий кубок, он, мне кажется, останется еще на несколько лет у вас, поскольку не уверена, что кто-нибудь сможет в ближайшее время так же развить спорт, как развивает его Татарстан сейчас. Теперь Казань берет курс на новый формат. Детский марафон должен стать своеобразным трамплином для взрослых побед. Казань удивляет мировую общественность не только своими спортивными соревнованиями. Именно наш регион является пилотным во многих проектах. Вот и сейчас на старт марафона выйдут не взрослые. Наш регион впервые примет соревнования среди детей. Алмаз Гафиятов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Прямая линия – это уже политическая традиция. Характеризовал традиционное обращение Владимира Путина с россиянами сенатор Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов. Сегодня в Высшей школе журналистики КФУ вместе с журналистами он обсуждал последние изменения в политической жизни страны. Свежей темой стала прямая линия. В обсуждение попали и достижения России. Вот как Олег Морозов отозвался о скептиках, считающих, что их мало. Станьте главой муниципального совета и покажите, как вы умеете рулить. Или сразу надо брать Москву, Казань, Кремль, Дом правительства. Но вот у меня здесь начинаются вопросы, потому что я не очень понимаю, что хотят сделать с моей страной. Как мотивировать молодые семьи к рождению первого ребенка? Меры поддержки сейчас серьезно рассматриваются на государственном уровне. Об этом накануне Владимир Путин сказал во время прямой линии. Напомним, за второго и последующих детей государство выплачивает мат-капитал, но за первенцев не поощряют. В рамках нашего проекта в объективе ТНВ «Большая семья» мы задались вопросом, не ведет ли это к нежеланию рожать, выяснял Рамиль Шайдуллин. Пахнет, да?
Молодая мама Лейсан Габдуллина делает все, чтобы дочь росла здоровой и общительной, поэтому на регулярных прогулках именно мама ведет ребенка в компанию сверстников. Нет ясли. Хотела в этом году на работу выйти, получается, на следующий год выйду. Пока же на паузе и карьера, и образование. На работу, только отдав дочку в детсад. Социсследования Центра демографии говорят, что такое сегодня редкость. У молодежи другие критерии сегодня, более прагматичные отношения. Вначале получить образование, затем карьеру построить. Кому-то, может быть, хорошо без детей. Рожать или не рожать? Раньше этим вопросом задавались до 20 лет, сейчас до 24. На второй строчке те, кому за 30. Обеспечить чем-то материальным, чтобы был какой-то толчок, стимул. Им нужна материальная помощь. Но первая помощь — это кто? Это родители. Как повысить демографию? Вопрос актуальный для всей страны. Как сделать так, чтобы мотивировать молодых завести детей? Об этом накануне спрашивали и Владимира Путина. Нам нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. И, может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали. Им нужна поддержка. Выстроится ли общая идея, встроенные решения? Многодетные родители считают, это дело не одного года и не одного региона. Материнский капитал есть. Да, сейчас говорят о том, что он будет пролонгирован. Замечательно. Он себя прекрасно зарекомендовал. Но его, как говорит Путин, недостаточно. У нас все-таки 83 региона, и все регионы делают свои законы, свои постановления и указы в своей интерпретации немножечко, исходя из местных условий. Рождаемость вторых, третьих и четвертых детей в последние годы выросла, помог Мат-Капитал. По цифрам Центра демографии не рожает каждая пятая девушка. Нет жилья. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Новые дороги для безопасности. Есть у нас регионы, которые даже еще не заключили государственный контракт. Как Татарстан вошел в проект по безопасным дорогам, сколько отремонтировано и сколько предстоит. У Альбины Минибаевой. И день, и ночь на страже здоровья. Если не будет людей, мы не сможем оказывать вот такую высококвалифицированную профессиональную помощь. Кто стал лучшим врачом года? С ежегодной республиканской премии. Репортаж Айгуль Бадрудиновой. На безопасные и качественные дороги республики больше 3 миллиардов рублей. Федеральный проект стартовал в этом году в 38 агломерациях. В Татарстане это Казанская и Набережно-Челнинская. Будут ли выделены дополнительные средства, знает Альбина Минибаева. Будут благоустраивать, и все, уже на этом заканчиваем. С пылу жара новый асфальт по новой федеральной программе. Улица маршала Чуйкова – один из участков Казани, которые отремонтировали за счет федеральных денег. По проекту безопасных и качественных дорог к 2025 году концентрация аварий на 85% должна быть меньше. Отдельное внимание в проекте уделяется ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий. В Татарстане в проект вошли Казань и Набережные Челны, а также их территории с федеральными трассами. Реализация проекта в Казани приближается к финишу. Дороги у нас хорошие, конечно, в Казани. Вот за последнее время вот все это было сделано. Комфортно стало больше всего ездить везде, можно сказать. В Дубор я не заезжаю, потому что знаю, что там беспорядки. А в трассе вообще в этом году шикарно. Пешеходы расставлены как-то не везде и очень странно. Отремонтированные участки оценили не только жители, но и руководство Федерального дорожного агентства. Порядка 75% объектов по Казанской агломерации выполнены. Это основные магистрали с плотным движением автомобилей. Например, левобулачная в центре города. Каким дорогам повезет в дальнейшем, зависит от многих факторов. На одних дорогах ремонт уже завершен. Вот, например, на Чайкова останется лишь нарисовать линии пешеходного перехода, где в дальнейшем появится знак «Идут дорожные работы». Зависит от активности самих пешеходов и, конечно же, водителей. Люди будут путем голосования голосовать, и вот наибольшее, так сказать, количество голосов, которые получат объекты, они в приоритетном порядке будут попадать в программу. Руководство Росавтодора заявило о жестком контроле. Не успели заключить контракты, не приступили к ремонту. Регионы в черном списке. Таким остается лишь попрощаться с федеральными деньгами. У этих регионов-двоечников финансовые средства будут переброшены на те регионы, которые могут выполнить эту программу. Именно эту возможность сегодня руководство Росавтодора обсудило на встрече с президентом Рустамом Миннихановым и уже с министерством рассмотрит детально, какие дороги и объекты обретут новый облик. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.
Изборский клуб по-татарстански, сообщество экспертов по изучению внешней и внутренней политики. Россия открыла филиал в республике. Изборский клуб сегодня это больше 40 постоянных членов, а главная задача сообщества — формирование новой патриотически ориентированной госполитики во всех сферах жизни и объединения народа. Мы любим людей, у которых есть хребет, у которых есть идейное содержание, есть свои подходы к решению многих проблем нашей огромной Российской Федерации. Филиал сетевой компании «Приволжские электрические сети» на живописном полигоне вблизи деревни Ямашурма провел соревнования среди электромонтеров распределительных сетей. Свои способности и профессиональные навыки демонстрировали 9 бригад электрических сетей. Кому досталась победа, знает Салават Мухаммадуллин. Привязь страховочная, у каждого своя. Перед началом работ, как и в реальных условиях, проверка укомплектованности бригад снаряжением. Это один из 10 этапов конкурса. Оценка технического состояния оборудования, трансформаторной подстанции, монтаж линейных вводов и ремонтные работы под напряжением. Чтобы стать лучшей бригадой, электромонтеры соревнуются в умении выполнять все виды работ. Самые зрелищные из них – освобождение пострадавшего от действия электрического тока и ликвидация пожара в трансформаторной подстанции. Этап спасения пострадавшего, не дай бог нам выполнять в рабочие будни. А так это вырезки из жизни, все это проходит регулярно, то есть мы это выполняем. На полигоне соревнуются 9 бригад районных электрических сетей. Такие конкурсы профмастерства или сетевая компания проводит ежегодно во всех своих филиалах. Предварительно отбор проходит во всех районах электрических сетей. Конкурс выявляет не только сильнейших, а показывает хорошие стороны, оснащенность их и слабые места. Главная задача всех электромонтеров – надежная и бесперебойная поставка электроэнергии потребителям. Сетевая компания одна из первых в России начала внедрять метод проведения работ без отключения напряжения. Такой подход позволяет осуществлять бесперебойное энергоснабжение потребителей при производстве работ на линии. Сюда приехали лучшие. То есть мы говорим о том, что мы профессионалы, мы хорошо работаем, но из лучших лучшие приехали сегодня сюда. Победительницей конкурса профмастерства электромонтеров стала бригада из Лаишевского РЭС. Борьба была упорной, судейство бескомпромиссным, а в выигрыше в любом случае оказываются потребители сетевой компании. С таким уровнем профессионализма за качество и надежность электроэнергии можно не беспокоиться. Полный кубок развлечений. Гостей Кубка Конфедерации в Казани встретят новыми туристическими маршрутами. Они разработаны специально для аудитории соревнований футбольных болельщиков со всего мира. По предварительным данным, это 200 тысяч гостей. Чем они займутся в Казани, знает Лина Зинатуллина. Казань, Болгар, Свияжск. Стандартные туристические маршруты себя уже зарекомендовали. А теперь встретят и гостей матчей. Но для Кубка Конфедерации нужно что-то еще интереснее. И оно уже готово. Экскурсия «Казан вкусов» познакомит болельщиков и спортсменов со всей палитрой национальной кухни Татарстана. И даже даст возможность приготовить что-нибудь местное. А самым брутальным свой маршрут «Казань для настоящих мужчин». Более экстремальные вещи из серии тест-драйв гоночного автомобиля, погружение в Голубое озеро, бой на мечах и доспехах. Еще одна новинка – ретро-трамвай. Вагончики в тюбетейках уже третий день курсируют от ЖД вокзала до речного порта. Можно прослушать экскурсию на 7 языках с помощью аудиогида, проехаться по Старой Татарской Слободе. Уже сегодня Казань встретила иностранных журналистов. Их пригласили в увлекательную экскурсию по старинному городу. Старо-Татарская Слобода, Казанский Кремль и Богородицкий монастырь. Мы побывали во многих странах. С уверенностью могу сказать, что Казань – это очень хорошее и приятное место. И у нее большой потенциал в плане туризма. Но пока мало англоязычных экскурсоводов. Музеи Татарстана в дни матчей будут работать дольше и активнее. Ведь культуру республики хочется показать зарубежным гостям во всей красе. В Национальном музее готовят специальные мастер-классы по гончарному делу, вышиванию и арабской каллиграфии. Хотим представить нашу культуру, нашу историю, наших выдающихся деятелей. Это Горький, это Шаляпин, это Баратынский, это Ленин, который тоже им всем интересен. Среди новых выставок в Нацмузее мексиканские ткани из частной коллекции и необычные фотографии из той же страны. По предварительным оценкам, на Кубок Конфедерации в Казань приедут 200 тысяч туристов. И к их встрече все готово. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Кама стала богаче на 6 тысяч карпов. Такое пополнение стало возможным благодаря Челнинскому клубу «Подводная охота». Команда уже третий год подряд на деньги активистов зарыбляет водоемы. До этого рыбу запускали в реку Зай, теперь мальков запустили в Каму. Чтобы обрести новый дом, годовалые мальки проделали долгий путь из заинского рыбхоза. В этом году зарыбление пришлось делать позже обычного. Как правило, это делается весной. Чтобы рыба прижилась и чувствовала себя комфортно, здесь создали все условия. Для зарыбления карпы выбраны не случайно, они
выносливы, легко переносят небольшие промежутки времени с дефицитом кислорода и, например, при перевозке, и непривередливы к качеству воды. Признание медицинского сообщества, награда от руководства, слезы счастья от пациентов. Сегодня в Казани наградили победителей республиканской премии «Ахчичеклер-2017». Конкурс назван в честь одноименного романа. Лучших в своей профессии сегодня поздравил президент Рустам Минниханов. Айгуль Бадрудинова теперь знает, кто они, ежедневно возвращающие людям радость жизни. Представители одной из самых престижных и добродетельных профессий собирались сегодня к театру оперы и балета не в привычных белых халатах, а в красивых костюмах и платьях, так как врач года для них – это настоящий праздник. Очень мощный потенциал в отрасли, высочайшего уровня профессионалы и коллективы сегодня есть, и не только в Казани. Закирова Галия Ильдаровна! В конкурсе 6 номинаций, а заявок 146. За лучших в своем деле в этом году проголосовало в 3 раза больше жителей республики. Победитель, теперь лучший медицинский работник года, медсестра отделения патологии новорожденных, едва сдерживала слезы. Ой, вы знаете, это награда всей моей жизни, наверное. Очень рада. Что главное в вашей работе? Внимание к детям. Внимание к мамам, которые только что родила этого ребенка. Они очень часто делают невозможное. Взять только врачей скорой помощи Челнов, которые победили в номинации «Уникальный случай». Они вернули к жизни парня, попавшего в страшную аварию. С разрывом прямой кишки и мочевого пузыря шансы на спасение были минимальны. Закономерный результат всех тех процессов, которые сегодня происходят, положительных процессов, которые происходят в здравоохранении Республики Татарстан. Современное оборудование, инновации, обучение, но в центре этой системы доктор, отметил президент. Он адресовал им сегодня главные слова. Если не будет людей, мы не сможем оказывать вот такую высококвалифицированную профессиональную помощь. Очень много стажировок, очень много поездок, обмен опытом. Врачом года стал Игорь Малков, посвятивший хирургии 35 лет своей жизни. Писатель, изобретатель и просто лучший врач, прекрасно и поет. Все о том же, о здоровье. Не было болезней и войны. Айгуль Бадрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Алмаз Гафиятов продолжит программу обзором спортивных новостей, после чего о погоде. Напомню, что следующий выпуск 21:30. До встречи. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет, туда и обратно. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 200 тысяч, не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 5 3 единицы. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Вкусно крик разносит эхо, квас закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит, квас закамский это хит. Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. Только до конца июня. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. Не пропустите! С 14 по 18 июня ювелирная выставка на Казанской ярмарке. Пусть ваши сбережения работают, пока вы отдыхаете. КПК «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 300 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239 17 36, улица Чистопольская, 55. Либридерм сирацин. Я, когда пришел на завод, здесь все только начиналось. А сейчас выросло производство. Как и мои дети, они тоже здесь. Я на пенсию, а сын мое дело продолжит. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Ой, слушай, а давай я тебе помогу? Давай. Ну вот, теперь как новенький.
А где ты так ловко научилась? Мама научила. Оп! Оп! А этому папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Волгорадиусы. Мы первые в Татарстане. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Все сборные команды Кубка Конфедерации уже в России. Последними в Сочи прибыл самолет с немецкими футболистами. Хозяева турнира, российская дружина, в эти дни находятся в Санкт-Петербурге. И завтра команда Станислава Черчесова сыграет в матче открытия с Новой Зеландией. А две команды в Казани уже успели провести по 2 тренировки. Мексика готовится к поединку на центральном стадионе. Португальцы проводят занятия на базе футбольного клуба «Рубин». Участие в тренировке приняли 23 футболиста. Криштиану Роналду на тренировке занимался в общей группе. Сборная Португалии на групповом этапе Кубка Конфедерации проведет в Казани один матч против сборной Мексики 18 июня. В случае победы в своей группе они сыграют полуфинал также в столице Татарстана. Он состоится 28 июня. А в эти выходные на трассе Нижегородское кольцо состоится 3-й этап российской серии кольцевых гонок 2017. Семиэтапное первенство постепенно подходит к своему финалу. С каждым новым раундом растут ставки и повышается градус борьбы, а по количеству участников гонка бьет все рекорды. Татарстанские пилоты участвуют в 4 классах главного автоспортивного турнира страны. И наиболее заметных успехов достигли они в престижной категории Touring Light. После 2 прошедших этапов 3 пилота из Казани занимают весь пьедестал почета в личном зачете. Ильдар Ахматуллин, Тимур Богуславский и Ильсур Ахметвалеев. Отметим, что один из основных этапов кольцевых гонок традиционно проходит на трассе Казан-Ринг. Защищаю свою позицию как могу. Опытный пилот, есть опытный пилот, конечно же, Ильдар даже, если взять, или Владимир Черевани, он намного опытнее меня и больше опыта и в борьбе. Удалось задержать 1-е место. Продолжаем тему автоспорта. 4 экипажа команды КамАЗ-Мастер примут участие в ралли «Шелковый путь-2017». На ралли будут протестированы сразу 3 новинки, среди которых будет новый автомобиль с двигателем в 6 цилиндров и объемом в 13 литров. В гонке будут участвовать сразу 4 экипажа КамАЗ-Мастера под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. В прошлом году команда грузовиков состояла из 6 экипажей, а победу одержал Айрат Мардеев. Его грузовик будет оснащен автоматической коробкой передач, а новые двигатели поставили на бескапотные машины Сотникова и Николаева. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца июня при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается небольшое понижение температур и осадки. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, временами пройдет дождь. Ночью будет до 12 градусов тепла, днем же до плюс 18. На северо-востоке облачно с прояснениями и дожди. Ночью плюс 12, днем до 18 градусов выше 0. На севере Татарстана ожидается переменная облачность и дождь. Ночью будет до 11 тепла, днем же до плюс 18. На северо-западе республики пасмурно и дождливо. Ночью будет плюс 11 градусов, днем же до плюс 19. На юго-западе Татарстана ожидается переменная облачность, дождь. Ночью похолодает до 8 градусов тепла, днем же будет плюс 19 градусов. И в центральном районе республики не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов, днем же будет до плюс 19 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Телефон 561 08 81.
Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит до 12 градусов тепла, а днем же будет плюс 20 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ожидается магнитная буря. Спонсор выпуска «Мегамебель» на Компрессорном. Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных производителей. Удобная парковка. Казань, Сибирский тракт, 34. «Мегамебель» на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. «Мегамебель» на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города.